Как вы отреагировали на то, что вас пригласили на эту передачу? Ну, мне стало интересно, как дети будут рисовать меня в студии и будут еще вопросы задавать. Получается, они художники там, или будущие архитекторы, они же ведь не корреспонденты, не журналисты. Рисовали ли когда-нибудь ваш портрет? Один раз рисовали мой портрет, это мы были еще, только я стал заниматься спортом, мы были на Арбате, на Старом Арбате были, и там рисовали портрет. Такая, больше такая, как она, карикатура, можно сказать. Больше ни разу не рисовали. Какого вопроса боитесь больше всего? Вопроса боюсь больше всего? Никакого. Любой задавать. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего, сколько здесь много. Как доехали? Хорошо, пробок не было по городу. И как настроение? Настроение хорошее. Как вас много. Куда мне смотреть? Выберите одну точку. На самую красивую девочку? Что будем делать мы? Рисовать. А мне не дали, как я буду рисовать? Мы будем вас рисовать. А вы меня будете рисовать? Я Алиса. Я хочу вам задать такой вопрос. А вообще, как вы открыли для себя такой вид спорта, как бобслей? Вот, вообще интересно было. У нас был организован спорт-класс. Это был спорт-класс по легкой атлетике. Мы ходили, бегали на стадионе, ездили на соревнования здесь в Челябинск, Салават, Магнитогорск. Потом ко мне подходит мужчина, он был тренером по бобслею, и говорит: вот такой вид спорта бобслей есть. Он говорит: ну, хочешь заниматься? Я говорю: а что это такое? Он стал мне объяснять, вот там вот на больших санках едут на большой скорости с горы. Ну, я помню, что я видел по телевизору Олимпийские игры, там катались, а что такое, я даже не знал. Он говорит: ну, короче, говорит, если заниматься будешь, поедешь на соревнования за границу. Я говорю: я согласен. Это был 94-й год, тогда еще, как говорится, за границу мало выезжали спортсмены. Вот он меня пригласил, я стал заниматься бобслеем. Ну, достаточно очень страшный вид спорта. А сколько вам тогда лет было? 18. Кем бы вы хотели стать в детстве? Следователем. А почему не стали? Потому что у нас в школе после 3 класса организовали спорт-класс, и, получается, все желающие, кто занимался спортом или кто хотел заниматься спортом, собирали в отделе. У нас был 4-й Е был класс у нас. Я не знаю, сейчас есть, нету буквы Е? Есть, и буквы есть. И буква У нас К буква есть. Е была. И у нас, получается, с 3 классов собрали всех, и вот мы стали заниматься спортом. Ну, еще удобно было родителям, то, что я не болтался во дворе, где-то там по подъезду не шарахался, а я ходил, на тренировки ходил. Очень удобно было. Вас в детстве заставляли ходить на спортивные секции или у вас у самих желаний было? Ну, прикольно было. Раньше мало было площадок. Мы ходили в футбол играли, баскетбол играли, бегали. Поэтому, мне кажется, лучше, наверное, поиграть в футбол, чем сидеть играть. Как там называются компьютерные игры? Ну, игрушки. Там разные танчики. А вам какие компьютерные игры нравятся? Мне нравятся разные загадки, Головоломки? головоломки. По математике хорошо у тебя? Да. Какая у тебя оценка по математике? 1/4 вот и четверть. По математике. 1/4 ушло. Считай Остальные быстрее. все пятерки. Тебе загадка для 1 класса. 2 плюс 2 умножить на 3. Говори ответ быстрее. 8. Молодец. Кроме спорта, вас интересовали какие-нибудь, кружки, шахматы Шахмат. играете? Играю. Меня папа научил в шахматы играть, наверное, где-то, с класса, 3-го, наверное. А сейчас играете? Я сейчас играю с компьютером. Мне А с на компьютером мне интересно, вживую. компьютером интересно играть. Там можно отменить ход. И можно переходить. А в детстве вы катались на коньках? Коньки первый раз одел, когда я стал работать с хоккеистами. Потому что в школе мы на лыжах бегали и больше бегали так. Тогда было очень сложно все со спортом инвентарем. Сейчас, мне кажется, в школе все есть, да? И лыжи, и коньки. А ваш папа тоже спортсмен? Нет, у меня никто спортом не занимался, ни мама, ни папа. Папа у меня шофер, мама у меня повар. Вот захотелось мне заниматься спортом, поставил себе цель. Я могу вам рассказать, как я попал на первые Олимпийские игры. О, расскажите. Расскажите.
меня вот пришел мужчина, пригласил заниматься бобслеем, говорит, поедешь за границу? Я говорю, поеду, конечно, за границу поеду. Я ни разу за границей не был. Стал заниматься, потом я спрашиваю у него, это получается, я стал заниматься в 94 году, а через 2 года я спрашиваю у него, какие будут ближайшие соревнования у нас? Он говорит, чемпионат России будет. Я говорю, какие будут крупные соревнования? Он говорит, ну вот через год будут Олимпийские игры. Я говорю, мы на них поедем? Но он так, чтобы меня не обидеть, говорит, ну, на эти мы, наверное, игры не поедем, а вот на следующие будем тренироваться, если все хорошо будет, то поедем. Я говорю, а почему мы на эти игры не поедем? Ну, понимаешь, вот еще ты вот мало занимаешься, ты еще молодой, еще вот нужно вот попасть в сборную. Я говорю, а что надо сделать, чтобы попасть в сборную? Вы скажите мне, я сделаю. Он так, ну вот надо заниматься, больше тренироваться нужно. Я говорю, ну а вот, чтобы поехать на Олимпийские игры, что нужно сделать? Он говорит, ну вот будут такие нормативы, нужно будет их сдать. Вот если их сдашь, говорит, тогда, говорит, посмотрим еще. Я говорю, а если я их сдам, я поеду на Олимпийские игры? Он такой устал от меня уже, говорит. Да поедешь, говорит, только говорит, иди тренируйся, от меня отстань. Я говорю, точно поедем? Он говорит, да точно. Я стал заниматься, я стал готовиться, стал целеустремленно заниматься. Проходит, где-то, наверное, около года проходит. У нас проходят российские тесты, я на них стал второй. Я снова к нему подхожу и спрашиваю у него. Я говорю, мы поедем на Олимпийские игры? Вот так. Но он видит все эти тесты, видит все таблицы, он такой смотрит так на меня, так. Я думаю, что да. Как вы думаете, можно было бы провести зимнюю Олимпиаду в Уфе? В Уфе? Там же очень много зависит на Олимпиаде, можно ли сделать условия для вида спорта. В Сочи есть горы, а у нас, получается, для гигантского слалома, кажется, у нас нет таких больших гор. Думаю, поэтому, наверное, у нас просто нельзя это провести физически. Сколько всего трасс в России? Сейчас стало 2. Раньше, когда мы занимались, все иностранцы вообще удивлялись, как мы можем выступать, заниматься таким видом спорта, когда в России вообще у нас нету трасс. У нас трасса, если вы знаете, у нас трасса была в Башкирии. В Мелеузе была трасса у нас. Как все развивалось. И когда стране нужны медали олимпийские, то страна считает, какие виды спорта еще у нас не задействованы. Вот, допустим, и в бобслей тогда у нас не было. И организовали бобслей, в Мелеузе построили трассу. Но трасса была очень сложная, трасса была очень опасная. Из-за того, что очень много было травм, очень много было переворотов, и трассу закрыли. Потом после Олимпиады 2006 года построили трассу в Подмосковье. И вот сейчас построили трассу в Сочи, где будут проходить Олимпийские игры. А вы были когда-нибудь пилотом? Был. Очень интересно. Тяжело? Это вот, если вы ездили на машине, не ездили, вы только рядом сидели, наверное, да? Вот едешь на машине без тормозов. Скорость все быстрее, 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 быстрее. Но очень интересно быть пилотом. А какая у вас машина? А ты покажешь по телевизору, нет? А то потом... Естественно, покажет. Покажешь, да? Да. Я только могу сказать, какой у меня номер на машине. Это интереснее будет, чем машина. Скажу, какой номер на машине лучше меня. Номер на машине 001 3 икса. 001. Ну, у вас во дворе стоит, да? Во дворе стоит, можно пойти посмотреть. А какая любимая марка машины? Тойота. Нам за то, что мы стали вторые на Олимпиаде, нас собирал президент Путин, когда вот, 2006 год мы были в Кремле. Ребятам давали ланд-крузеры сотки, а девчонкам давали лексусы 350-е. Мы такие, а мы же вторые стали, мы же не чемпионы же ведь. И так мы расстроились, и думаем, блин, вот чуть-чуть не хватило, могли бы первые быть, и машины не получим. Ну, так, попереживали такие, и все. И все потом закончилось, все, разъехались по домам. Через 2 месяца звонят, наверное, через месяц, наверное, звонят. Я как бы такой-то, такой-то, говорю, да. А вам такой-то нужно быть в Москве. Я говорю, зачем? На вручение машины. Я говорю, какой машины? Ну, то, что вот, ну, от президента машины вручаются. Вот. Нам Путин подарил по машине каждому. Когда вы поехали в Москву к Владимиру Путину, о чем он с вами разговаривал? Ну, сначала была речь, он там всех поздравил, а потом беседа такая была неофициальная. Он так говорит. Я, говорит, не пойму, говорит, а где, говорит, шампанское, говорит? Якобы, ну, мы будем или не будем поздравлять спортсменов?
такая была беседа, такая, каждый вопрос задавал там, ну, больше такое было, наверное, там больше было такое спортивное было. Потому что, допустим, там вот нету бобслейной трассы, не было в России. А когда машину вручали, там многое не было уже их. Нам уже вручали машину по Олимпийскому комитету. А у вас были серьезные травмы? Я могу вам показать? Показать? Можно им показать? Нет? Оператор? А что с вами случилось? Расскажите. А вы Подожди, сейчас будем рассказывать про это кого? Про травму. Бобслей – это такой вид спорта, когда на огромной скорости 2 человека или 4 человека едут по ледяному желобу. Максимальная скорость примерно где-то около 160 км в час. Первый управляет, получается, пилот сидит, а сзади сидят разгоняющие. Они во время старта толкают этот боб, потом едут, там, помогают ему управлять. И если пилот немножко делает ошибку, даже небольшую ошибку делает в управлении, то вот этот весь снаряд, он переворачивается. И получается, это на такой огромной скорости, получается, он вверх ногами едет. И вот мы перевернулись, и вот у меня вот облет, может быть, звучит как-нибудь парадоксально, но из-за того, что очень сильная, очень большая скорость, поэтому такой сильный был ожог. скрывали от родных ваши травмы? Да, это вообще интересно было. Когда приехал домой, ну, во-первых, вид спорта очень опасный, достаточно очень опасный. Ну, не буду я вас пугать, но на самом деле там бывали даже и... Вот, наверное, вы слышали, может быть, вы не слышали, в Германии российская девочка разбилась. Да. Такое громкое было дело, такое достаточно, очень много об этом говорилось. Поэтому, когда я приехал домой, меня мама спрашивает, как дела, как съездили? Я говорю, хорошо. Она такая, что ты не договариваешь? Я говорю, да нет, нормально все. Ну, я вещи разбираю. А ты что, говорит, якобы, ну, в душ не пойдешь мыться? Я говорю, ну, я попозже пойду. Что-то ты скрываешь от меня. Ну, пришлось показать. Ну, конечно, там было ужасно. Но так, старался как бы об этом не говорить. Но мама все равно узнает, что есть как. Ну, было достаточно жутко, поэтому я сам себе сделал перевязки. Мама мне не помогала делать. Она так боялась трогать. Сейчас много рекламных кампаний в свою рекламу привлекают спортсменов. Вот, допустим, какой бы вы товар рекламировали, а какой бы нет? Из того, что было, я рекламировал витамины. Вопрос коммерческий. Здесь все зависит от того, что если Где будут больше предложат? платить будут деньги, то... Понятно. А какие товары у нас нельзя рекламировать? Нет, какие вам неприятны Да, были бы, допустим. Какие неприятно? Да. Я бы сказал на телевидении. Ну, здесь, наверное, зависит от того, что предложили бы, наверное, скорее всего. Но думаю, чтобы не отказался бы. Можете подробнее рассказать о телепроекте «Большие гонки»? Вот интересно вообще такое. Мне очень понравилось. Там, получается, с 9 вечера до 3 ночи проходит съемка. За один день снимают 2 игры. Те, кто участвует, потом они там, болеют за команду. Там все на самом деле происходит, вживую происходит все. Там не переснимают, там не вырезают ничего. Там как вот идет игра, так снимают всю игру. И там очень дружный коллектив. Там прям вот, особенно спортсмены, они такие эмоциональные все. Они переживают, болеют друг за друга. Дружная такая семья. Мы увидим вас на будущем чемпионате? Нет, я уже как спортсмен я не занимаюсь уже. Я, получается, сейчас занимаюсь хоккеистами, поэтому если только поеду на Олимпийские игры, только в виде болельщика, наверное. А вы из хоккеистов тренируете именно команду Салават Юлаева, основную сборную, да? Мне предложили попробовать себя в роли тренера по ФП у хоккеистов. Я тогда еще занимался, готовился к Олимпиаде, к Ванкуверу. Ну, я согласился. Ну, так понравилось, интересно было. Конечно, были некоторые сложности были, потому что там командный вид спорта, а я занимался все время как в личном виде. Вот так потихонечку затянулось. Мне понравилось, я остался у них там. Меня поставили на коньки. Конечно, катаюсь плохо, но могу круг проехать. А вам что больше по душе? Быть тренером или быть спортсменом? Вот, немножко разные как бы епархии. Спортсменом быть интересно, потому что там ты выступаешь, ты там борешься, и ты, когда вот выигрываешь, там такие эмоции непередаваемые. Когда тренер, ты больше переживаешь. Но тренером ответственность больше, я считаю, потому что здесь нужно именно объяснить, подготовить нужно спортсмена. Он будет стараться в свою очередь, но ты должен сделать все грамотно, чтобы вот именно все, что ты ему даешь, то, что ты ему подсказываешь, то, что ты его там тренируешь, чтобы это все было на пользу. Вы строгий тренер? Нет, я добрый. Если заставлять человека из-под палки, то раз-два, а потом... Сколько раз вы отжимаетесь? Попробуем?
Ну, а что вы хотите? Ну, давайте. Я же буду отжиматься. Ну, давайте мы будем Если считать. можно, то давайте. Сколько надо, скажите? Ну вот мы проверим, сколько вы можете. 15. Мало? Давайте, кто угадает. 25. 50. 20. Нет, 50. 50. Какие еще были цифры? 20. 25. Ты 50. сказал уже 50. Так ты определи, если 50 или Ну, 20. 25. Я сейчас другой вам покажу. Я когда пришел работать тренером по ФП в хоккейный клуб «Торос», у них там были нормативы, отжимания, подтягивания. Я говорю, кто отожмется с хлопком, тот не будет сдавать отжимания. Они такие, да это легко с хлопком отжиматься там. Я говорю, с хлопком отжаться нужно 2 раза. Спереди хлопнуть, сзади хлопнуть. Не видели ни разу? Видели. Они такие, да якобы это невозможно, да что бы такого. Вот если, говорит, покажете, говорит, нам, как это можно сделать, тогда говорит, ну, мы вам поверим. Я показываю, да, ребята? Вот так с лобком отжимаются. Уже нарисовали? Нет, Нет, конечно. Так долго, что ли? 4 часа. Мы можем один раз. А в детстве у вас какой самый любимый мультик был? Ну, погоди. Других мультиков не было. А у вас есть любимая книга? Я помню, в детстве я читал Конан Дойла про Шерлока Холмса. Мне очень понравилась книжка Карнеги про взаимоотношения людей. Из сказок я прочитал Гарри Поттера, последнюю книжку. Вы хорошо учились в школе? По-русски была у меня 3. Только одна? И по физкультуре у меня была еще плохая оценка, потому что я не ходил на нее. А по математике? По математике 4. Прогуливали? В школе... м-м. Когда учился в техникуме, там, да, там прогуливал. В школе строго было раньше. Сейчас вот в сказке там живете. Ну, понял. И А вы получается... любили в детстве подраться? Нет, у меня по поведению была 5. А кто вы познакомился? Да нет, всякое в школе, конечно, бывало. Ну, нам некогда было заниматься этими, потому что мы утром тренировка, потом школа, вечером там, допустим, снова тренировка, уроки и все. Этот весь день был занят, получается. Мама не переживала за меня, что я где-то там болтаюсь, где-то там, я там со школы не пришел еще, потому что больно-то некогда было. А кто вы по знаку зодиака? Я родился на границе между раком и львом. А вы в гороскопы верите? Гороскоп, ну, когда... Я как скажу, как правильно. Когда нужно с кем-нибудь познакомиться, можно и гороскоп вспомнить. В каком возрасте вам начали нравиться девочки? А как это, значит, нравятся девочки? Это когда за ними ухаживают или как? Ну да. Как это проявляется? Ну, когда начали ухаживать за ними, Еще как? ну, там, цветы дарить или... Цветы дарить. Раньше так много не было цветов. Ну, А с клумбы, ромашки собрать? ромашки собрать? Ну, я думаю, где-то, наверное, в школе, где-то, наверное, класс, наверное, 7-й, наверное, 6-й, 7-й, где-то так, наверное. Вопрос еще, да? А Секретный? слабо жениться на сильной женщине? Нет, не слабо. Я, наоборот, даже удобнее жить, даже хорошо будет. А вы нашли свою спутницу жизни? Нет, пока еще. А какие цветы бы вы предпочитали ей дарить? Как бы? Ромашки. У меня был такой случай один. Я познакомился с девочкой, а я еще, когда занимался бобслеем, параллельно еще выступал по легкоатлетике. У нас на стадионе «Нефтяник» проходили соревнования, по легкоатлетике. И она туда пришла. Я там, получается, выступал, я уже тогда уже хорошо выступал. Уже были медали. И диктор объявляет, в таком забеге бежит такой-то бежит. Я пробежал, подхожу к ней, она такая спортсмен, там, такой там мне закатил такую там чуть ли не истерику. А как вы представляете себе свою будущую спутницу жизни? Нужно описать ее? Давайте. А вы же художники жить, вам же нужно образы говорить, да? Да, мы представим. Люд, какими Представить внутренними себе? качествами она должна обладать? Какими качествами? Да. Женщина должна быть умной, достаточно хитрой. Обычно же так, как говорят, что якобы мужчины все решают. Но мне кажется, женщины, если она достаточно хитрая и мудрая, она направит мужчину куда нужно. И мужчина даже об этом не догадается, а сделает, как она хочет. Ну, наверное, я хочу сказать, чтобы она была хозяйка была такой дома и
помощницей. Ну, если вот такое привести сравнение, наверное, как вот облако, которое должно рядом лететь, ну, как будто или как поддерживать. Ну, конечно, с моей стороны тоже, чтобы было и поддержка, и забота, и любовь. Вот. Примерно понятно, нет? Да. А вы детей любите? Очень. У меня крестник есть у товарища. Я к ним приезжаю, попьем чай, заходят такие, все, говорит, хватит пить чай, пошли, говорит, в прятки играть. И получается, я с ними в прятки играю. Друг такой сидит, такой, говорит, я, говорит, не пойму, ты кому в гости приехал, ко мне, говорит, или к ним, говорит. А ваши дети будут заниматься спортом профессионально? Я считаю так, что ребенка маленького отдать можно в спорт для общего развития. Неважно, какой там будет. Ну, какой больше подходит ему, там, к чему там может больше у него есть интерес. А уже по поводу профессионально, но если есть к этому склонность, если у него есть желание большое, то почему бы и нет. Сейчас тем спортом заниматься выгодно. Сейчас платят хорошие деньги, поэтому если есть желание, стремление. Кто, на ваш взгляд, самые великие спортсмены в мире? Самый великий спортсмен в мире, ничего себе. Наверное, Фелпс, наверное, пловец наш, американский пловец, который рекордсмен по золотым медалям олимпийским. А почему? У него самое большое количество золотых олимпийских медалей. Является рекордсменом. Я думаю, что этот рекорд не скоро еще произойдут, наверное, по количеству медалей олимпийских. А вы умеете рисовать? Нет, я думаю, вы научите меня. Вот, допустим, сейчас рисуете портрет, как оценится портрет? Ну, будут начинать оценивать построение, там, правильное расположение черт лица, компоновка. Там. Мне все время было интересно, как вы рисуете людей. Там, как-то карандашом, там, размеры, чтобы совпадали. Руки, ноги. Вас этому учат, да? Да. Сложно это? Очень, да. Кому как? Но это нужно иметь какое-то представление, да? Ну, когда у тебя вот очень хорошее настроение, вот меня, например, когда у меня хорошее настроение, меня прям тянет рисовать. А вот когда нет настроения, ноль. Не того тянет тебя рисовать. Ну, ты рисуешь, как у тебя получается, или ты стараешься как бы сделать, чтобы было хорошо, чтобы было красиво, чтобы Главное, чтобы Бывают было разные правильно. моменты. чтобы правильно. Да. А там какие-то есть определенные эти... Ну вот, например, в живописи там, ну, надо передать цвет, но и в живописи смотрят на богатство цвета. Хотя у меня сестра ходила в школу художественную. Она у меня сейчас архитектор. У меня в архикаде работает, дома рисует. А вы с Вот, ней которая дружили? есть, арт-галерея. Это она делала. За это дали ей какую-то там дали премию. А вы с сестрой хорошо дружили? В детстве не дрались? Ну, было всякое. Ну, не так, что мы там что воевали. Она в школе хорошо училась, она школу закончила с медалью. И когда я в школу, а я, получается, она меня на 4 года старше, фамилия одна и та же. И когда я тоже пошел в школу уже, это, говорит, ты, говорит, брат такой-такой-то, говорю, да, ну ладно, садись, тебе 4. А вы были где-нибудь в каких-нибудь этих картинных галереях? Да. Да, были. А где вы были? Музей есть. А мы в Дрезденской галерее были. Там, оказывается, фотографировать нельзя. Нам объяснили так, что когда фотографируешь, якобы от вспышки краска Да. портится, да? Да. Ну, как обычно, наши все фотографировали. И там огромная картина висит. Какая у вас любимая картина? Любимая картина? Ничего себе, любимая картина. А художник? Спросили, какую я знаю картину. Квадрат Малевича я знаю. А вот какой у вас любимый музыкальный инструмент? Гитара мне нравится. Я все мечтался учиться играть на гитаре. Даже, кажется, дома даже тоже была гитара шестиструнная. Ну, 3 вот золотых аккорда знаю, а больше не знаю ничего. А какой ваш любимый анекдот? Анекдот? Скажите. У меня взрослый анекдот. А вы любите театры? Да, я часто хожу, у меня друг, вот наш русский драмтеатр, Михаил Саксович Рабинович, золотой человек, к нему приходишь, пообщаешься с ним, как будто бы
заново родился, такой прям позитивный, такие эмоции у него прям к нему. А какой у вас любимый артист или актриса? Киношные, которые Да, артисты? актер. А вам что больше? Подожди, я не успел. Мы про артистов. Фамилию не помню, как зовут его. Киану Ривз, да. А вы часто смеетесь? А когда последний раз смеялись от души? Вот с вами сейчас смеюсь от души. У меня была фотосессия, такой журнал называется Man Health. Там серьезная такая студия, серьезные такие эти фотографы, какой-то там очень известный фотограф такой российский. Фотосессия, вот такое вот сделал, говорит, серьезное лицо. А там женщины, девчонки были, которые там гример, там визажисты. Они меня постоянно смешили. Вот я не получается, и все. Вот. Он говорит, ну давай, говорит, ну, представь, кого ты хочешь ударить. Я говорю, ну, не хочу никого ударить. Так. И получается, что он меня снимает, а я постоянно улыбаюсь. Вот не получается, все. Он такого уже нервничает уже, говорит, ну уже надоели, говорит, уйдите. Он всех выгнал вообще из студии. Он только со мной остался, только один со мной остался. Мы с ним где-то часа два, наверное, мы с ним со мной боролся. Ну, говорит, хватит уже улыбаться, говорит, давай сделай лицо серьезное, ну что ты прям постоянно улыбаешься. Потом он такой устал, говорит, все, говорит, тебе надоело уже, говорит, я устал, говорит, давай, говорит, перекур. Мы такие с ним сели, такие вдвоем, такие сидим, такие так вот. Я тоже, а еще на улице жарко было, я тоже такой устал, такой сижу такой. Он говорит, стой, не шевелись. Какая у вас самая любимая еда? Каша овсяная. Я с утра кашу овсяную варю себе и кушаю. А вы готовить умеете? Кроме овсяной каши. Когда овсяная каша, яичницу могу пожарить. А кому вы будете благодарны всю жизнь? Будьте благодарны всю жизнь. Ну, наверное, маме в первую очередь. Я считаю, что мама вообще как бы является, наверное, самым близким человеком. Потому что не думаю, что кто-то поддержит и будет переживать так, как мама. Вы считаете себя хорошим сыном? Я себя хорошим сыном считаю, да. Потому что я все время и звонил, что я где нахожусь, постоянно сообщал, и приезжал, и привозил разные там и подарки, и вкусности. Но дело не то, что привозил, но самое главное внимание же ведь. Потому что они все время переживают. Это такая, что вроде бы не переживает. Я даже когда уезжал в Нефтекамск, мне мама говорит, ты когда, как приедешь, позвони. Если я позвоню на час позже, что я приехал уже, она говорит, ты так долго ехал? Получается, ну, мама переживает то, что как бы я доехал, хоть я уже и взрослый, поэтому нужно маму ценить и любить. А кого и чего вы боитесь? Когда занимался спортом, боялся, неудачи, боялся, что ну, вот, плохо там выступлю или как. У меня такой случай был. Мои первые Олимпийские игры, когда поехали в 98 год, когда я попал на них. Когда бегут 4 человека, разгоняет боб. И получается, первый прыгает пилот, потом прыгает второй, прыгает третий, потом прыгает четвертый. Пока четвертый не сядет, второй, третий не могут сесть, потому что там места очень мало. Скорость при посадке примерно где-то около 45. У меня так получилось, что на тренировках я прыгнул мимо подножки, я отцепился. И получается, они уехали без меня. И вот это вот такая была большая такая неудача была, потому что первые соревнования крупные, а меня всего трясет, потому что я боюсь, что я снова могу мимо так, ну. И вот приходилось себя перебороть. Но очень грамотно себя повел тренер. Он подошел, спросил, ты, говорит, сможешь? Он не ругал, ничего, не читал нотации. Ты сможешь? Я говорю, смогу. Ну и все, значит, сможешь, молодец. Все, такой, успокоился такой. И поэтому вот в спорте, наверное, все-таки больше такая вот. От чего? Чего? Наверное, обман, наверное, самый такой неприятный. Не хотел, чтобы такое было в жизни. Вы суеверны? А что значит суеверный? Ну, приметы разные, верите? О, конечно. У нас, допустим, когда занимался бобслеем, такая примета была. Получается, у нас форма, комбинезон такой обтягивающий и шлем. А шлема все обычно ставят на полке ставят сверху. Если шлем с полки упал, то экипаж перевернется. Я сегодня такой бывает, допустим, упал кого-то шлем, такие так, все поворачиваются, такие смотрят, кого шлем упал. Только бы, чтобы не из нашего экипажа спортсмен. Ну, такое часто случалось. Ну, много разных примет, особенно в спорте. Спортсмены сами по себе очень сильно суеверные. Конечно, может, где-то есть перебор, но я скажу, что многие вещи на самом деле сбываются, и хочешь не хочешь, приходится верить иногда. Делали вам душевно больно? Душевно больно. Ну, были моменты в жизни, когда
Так достаточно было это. На душе было очень больно. Все проходит, поэтому лучше, чтобы было больше положительных эмоций, улыбаться больше. А что вам помогает справляться вот, ну, с такими проблемами? Иногда нужно поговорить с кем-нибудь, там, с друзьями поговорить, там, ну, выговориться или куда-нибудь съездить на природу где-нибудь, побыть одному. Без зависимости от ситуации, как складывается. Вот, допустим, Нефтекамск, там у них такая красивая природа, там у них Кама есть, ну, речка Кама получается. Там, допустим, на нее можно выехать вечером, если там сильно устал на работе, можно выехать там, так, на берегу там походить по берегу, так достаточно успокаивает хорошо. Когда вы последний раз плакали? Вот, когда смотрел фильм «Легенда 17», А вот за какой поступок вам до сих пор неудобно? поступок. Я помню, я в детстве марки собирал, а денег не было. Я без разрешения, кажется, я не помню, там у мамы или папы там что-то, кажется, там какую-то мелочь взял с кармана. Потом так было стыдно, я потом сознался то, что взял. Ну, было так стыдно, то, что вот именно. Если они бы дали бы, если попросил бы я. Вот такое, запомнилось такое. Можно спросить, а вы курите? Я даже ни разу не пробовал. Такое выражение у нас интересное было в школе. Часто кто спрашивают так. Как вы относитесь, если девчонки курят? Не слышите такое выражение, да? Якобы поцеловаться с курящей девочкой, то же самое, что пепельницу облизать. А вы патриот? Ну, я считаю, что, да, что я выступал. Мне очень, я даже помню, когда поменялся гимн, мы гимн выучили, мы сидели вечером с командой. И помню, были соревнования. Наши две команды заняли первое-второе место, а у них даже флага не было второго, российского. Там вот такое отношение было у них, что, ну, Россия – это третья страна, якобы, что это не нужно, никогда не пригодится. Были случаи даже, когда гимна у них не было тоже. Поэтому мы доказывали, что все-таки Россия – это страна не третьего мира. У вас была звездная болезнь? Ну, думаю, наверное, не совсем. Не, думаю, что, наверное, нет. Думаю, что такого. Ну, приятно было, когда такое внимание к тебе. Но чтобы там вот именно там хвалиться там или что-нибудь такое. Я даже когда с кем-то знакомлюсь, я не говорю, чем я занимаюсь и кто я, и что я. А в чем вам видится смысл жизни? Такой философский вопрос. Наверное, у каждого есть какое-то свое предназначение в жизни. Кто-то должен что-то сделать полезное для, не только для себя, но и для людей. А у вас есть мечта, к которой вы стремитесь? Которые стремитесь. Ну, конечно, есть мечта у меня. Чтобы была семья, чтобы были дети, которые будут заниматься спортом. Откуда такие у тебя вопросы? А какого цвета счастье? Мне кажется, счастье не измеряется цветом, счастье измеряется эмоциями. А вы эмоциональный человек? Ну, я, наверное, больше в себе держу эмоции, чем наружу. Вот по поводу эмоций, когда я занимался спортом, эмоции были... Вот, наверное, даже я могу такой привести вам пример. Я не знаю, как у вас в жизни. Ну, у вас, наверное, там эмоции, наверное, там получил пятерку, какой-то там день рождения, там Новый год, может, там кто-нибудь похвалил. А в спорте, если ты, допустим, выигрываешь или хорошо выступаешь, то эти эмоции очень сложно их передать. Потому что такой всплеск эмоций, что ты на самом деле ты выиграл, ты лучше, и, допустим, у тебя это получилось. Я до сих пор, когда сейчас у нас хоккеисты играют, я на них смотрю, и я переживаю больше, чем переживал, когда сам занимался спортом. Потому что, когда сам занимаешься, ты внутри находишься, у тебя переживания сглаживаются твоими нагрузками. А когда стоишь за пределами и смотришь, как все это происходит, все действие, переживаешь еще больше. Ну, тоже очень приятно, это переживания, эмоции. Все нарисовали. Спасибо, что вы пришли. Я вам желаю, чтобы у вас были дети и были сыновья, и чтобы они тоже занимались спортом и бобслеем. Спасибо. У вас же нету второй половинки. Вот я вам пожелаю, чтобы вы ее поскорее нашли, чтобы она была по характеру такой, какой вы хотите ее видеть. Ну, спасибо большое. Я желаю вам оставаться таким же улыбчивым человеком. С вами очень приятно общаться. И вообще, чтобы у вас все мечты сбылись. Я хочу пожелать вам успехов в вашей тренерской карьере и побед в вашей команде. Спасибо. Спасибо то, что мы с вами такое провели прекрасное время. Вы еще такие молодцы, рисовали и вопросы задавали. Совмещали художников, себя и журналистов. Наверное, поставить себе цель в жизни
или там, ну, как вы говорили, спрашивали мечту и идти к ней. Знаете, в жизни бывает всякое. И такие вещи сбываются, которые даже трудно представить. Поэтому, если поставить себе цель, работать, добиваться, то все сбудется. А так, самое главное, здоровье, счастья вам, улыбок побольше. Всего самого хорошего. Спасибо. Спасибо вам большое. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. Мне понравились дети, то, что они и рисовали, и вопросы задавали. Мне кажется, достаточно сложно это делать. Но вопросы были про каверзы, наверное, про предательство, наверное, потому что такие вещи, как все-таки вслух говорить. Потом анекдоты, какие такой был. Я не помню детские анекдоты. Мне кажется, они готовы были еще пару часов спрашивать бы, и они не устали бы. Мне очень понравился Алексей Николаевич, так как с ним очень интересно разговаривать. Он мне показался очень умным. Очень понравился тем, что у него очень хорошее чувство юмора. Очень впечатлило то, что он много уделяет времени своей маме, очень предан ей, очень любит ее. Мне понравилось, как он отжимался. Ну, понравился ответ, когда он рассказывал про телепроект «Большие гонки». Когда он ответил, ставить цель и достигать ее. Мне этот ответ понравился. Вот я нарисовал его таким, как я его вижу, как он запечатлился во мне. Я использовал больше теплые тона, чтобы показать, какой он добрый, веселый, что он забавный. Когда около него находишься, у тебя у самого поднимается настроение. От него идет такая энергетика, именно позитива. И вот в портрете я попыталась передать именно вот такую вот хорошую волну. Ну, мне понравилось. Я говорю, мы ни разу не рисовали. Вот так здесь они рисовали, так гуашью рисовали, там они на краске нарисовали, карандашами. Ну, понравились. Там особенно там вот 2 девочки нарисовали. Интересно у них получилось. Более-менее, как они говорят, схожество есть.